Активно похищали таджиков, теперь добрались и до иностранцев. В этой стране страшно жить. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Душанбе похищен гражданин Турции Карай Вурал, сообщили турецкие СМИ. Власти Таджикистана пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. Сайт Кранасоп написал 17 сентября на турецком языке, что Карай Вурал был директором одного из таджикско-турецких лицеев в Душанбе и после закрытия лицея занимался предпринимательством. Издание со слов родственников Вурала сообщило, что предприниматель был задержан утром 16 сентября группой из 8 человек у турецкого ресторана в Душанбе. Близкие к Фатхуле Гюлену СМИ сообщили, что Карай Вурал похищен спецслужбами. Вурал попросил у ВКБ ООН помочь ему найти убежище в безопасной стране и ждал ответа, говорится в сообщении. Сумейра и Ясмин Нур, которые в соцсети Twitter представились как дочери Карая Вурала, попросили помощи в его освобождении. Власти Таджикистана сообщение о похищении Карая Вурала не комментируют. Сайт Кранасо написал, что 46-летний Карай Вурал утром 17 сентября рейсом турецких авиалиний доставлен из Душанбе в Стамбул. Карай Вурал, по словам родственников, последние 28 лет жил в Таджикистане. Долгие годы он был директором одного из таджикско-турецких лицеев в Душанбе. После закрытия лицея в 2016 году занимался предпринимательством. Таджикско-турецкие лицеи финансировались сторонниками Фатхулы Гюлена. Все они были преобразованы в школы для одаренных детей, а управляющая ими турецкая компания «Шалола» с учебного года 2016-2017 года была лишена статуса учредителя. Карай Вурал имеет ученую степень, кандидат педагогических наук. В 2012 году в Душанбе он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Педагогические условия развития интеллектуального компонента творческих способностей учащихся в обучении английскому языку на основе межпредметных связей». Карай Вурал не первый гражданин Турции, которого похищают в Таджикистане и доставляют на родину. В июле этого года Эмсал Кодж, бывший руководитель научно-культурной организации «Диалог» в Душанбе, также был похищен и насильно вывезен в Турцию. Стокгольмский центр свободы со ссылкой на информационный портал Bolt Media тогда заявил, что Эмсал Кодж задержан властями Турции за сотрудничество с движением Фатхулы Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота. Тогда было сообщено, что вскоре после исчезновения Эмсал Кодж был замечен в одном из СИЗО провинции Эрзурум на северо-востоке Турции. Власти Турции выдали сотни ордеров на арест подозреваемых в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота летом 2016 года. Разведслужба Турции недавно сообщила, что ее сотрудниками были задержаны и насильно вывезены в Турцию более 100 сторонников Гюлена. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, справедливо ли, что вывезли человека и имели вообще на это хоть какое-то право? И должен ли Таджикистан был помочь этому гражданину и, возможно, как-то защитить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.